смотрите «Вести Тимана-Сосногорск». В студии Влада Гришаева. Здравствуйте. Более 67 миллионов рублей субсидий планируется потратить на создание виртуальных концертных залов и модельных библиотек. Соответствующее постановление подписала первый заместитель председателя правительства Коми Лариса Максимова. Согласно документу, субсидии бюджета муниципальных образований поступят из федерального бюджета и будут распределены пообъектно. На создание виртуальных концертных залов выделено почти 12,5 миллионов рублей. 300 тысяч из них поступят в Сосногорский межпоселенческий культурный центр. На создание модельных библиотек потратят 55 миллионов рублей, 5 миллионов из которых получит Сосногорский район. В Сосногорске проводятся работы по снижению ямочной аварийности. Учитывая погодные условия, дорожники используют метод холодного асфальтирования. Он применяется при погодных условиях, когда невозможно использование фабричной разогретой смеси на основе битума. Холодный асфальт – это относительно новый продукт, применяемый в дорожном строительстве или коммунальными службами для ремонта небольших площадок при ненастной погоде или зимой. Он представляет собой смесь из асфальтобетона, пластификаторов и полимерной группы. Как пояснили в управлении жилищно-коммунального хозяйства, на сегодняшний день устраняются наиболее опасные ямы небольшого диаметра. Основная кампания по ремонту дорожной сети запланирована на летний период. Данные работы несут временный характер, проводятся они по всему городу. Уже летом будет проводиться у нас основной вид асфальтирования. Уже завтра наша страна отпразднует День Победы в Великой Отечественной войне. По традиции мероприятия пройдут не только в городе, но и в районе. Накануне великого праздника ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Сосногорском районе, принимали поздравления на дому. Леонид Тулубенский был призван в 43-м, служил на 3-м Украинском фронте, в 9-й гвардейской армии, в 37-м стрелковом корпусе 103-й гвардейской стрелковой дивизии. День Победы встретил в Венгрии, в госпитале после тяжелого ранения, осколок которого он носит в себе до сих пор. Награжден орденами и медалями. Сегодня Леонид Иванович принимает поздравления от главы района Сергея Дегтяренко. Леонид Иванович, я от всей души поздравляю вас с наступающим великолепным праздником. Спасибо вам огромное за ваше мужество, за ваш труд. Спасибо. За наше, так сказать, счастливое настоящее. Вы подарили нам надежду на мирное небо. Были и такие, кто не смог сдержать слез. Анастасия Федоровна Рассказова поблагодарила гостей за встречу и пообещала в будущем отпраздновать свое столетие. До 100 лет надо обязательно дожить. Вы что, так и так время много. Да, чтобы на 100-летие мы еще пришли. До 100 лет обязательно надо дожить. Буду жить больше. Навестил Сергей Васильевич и Ольгу Ильиничну Гладкову. Как рассказала ветеран, 4 года на войне она работала шофером. Перевозила раненых солдат в госпиталь. День Победы она встретила в Чехословакии. Добавлю, что на сегодняшний день в нашем районе проживает 6 ветеранов. Каждый из них получил личное поздравление и подарки в честь Дня Победы. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Сразу после душевных встреч с ветеранами глава района навестил местное общество инвалидов, где состоялось чествование участников Трудового фронта и детей войны. Разрешите мне от всей души поздравить вас всех с наступающим Днем Победы. Сосногорск был основан всего за 2 года до начала войны. А это значит, что и все жители нашего Сосногорского района испытали на своих плечах, вынесли все тяготы военного лихолетия. Это, конечно же, и переживания за своих родных и близких, и тяжелый труд, и холод, и голод. Но в сердце каждого жила надежда. И каждый житель нашего района приближал, как мог, этот победный май. Сосногорское общество инвалидов, в свою очередь, подготовило праздничную программу, где они рассказывали стихи, читали подлинные письма с фронта матерям, которые писали наши солдаты-земляки. Не обошлось и без песен военных лет. Празднование Дня Победы для жителей района не ограничится только 9 мая, а программа всех торжеств яркая и разнообразная. Расскажем о мероприятиях, участие в которых может принять любой желающий.
9 мая в 11 часов в Усть-Ухте и в 13 часов у мемориала в деревне Пожня состоятся торжественные мероприятия с возложением цветов и гирлянд памяти. Для сосногорцев мероприятия начнутся в полдень. В 12 часов в сквере Победы почтят память не вернувшихся с полей сражений и ушедших уже в мирное время ветеранов войны. В час дня начнется построение бессмертного полка. Его маршрут от доски почета по улице Оплеснина до площади Дома детского творчества. Там же развернется народное гуляние под названием «Победная весна». Завершится День Победы в 21:00 праздничным фейерверком. В Сосногорском районе и Республике Коми продолжается благотворительный марафон «Мы наследники Великой Победы». Напомню, на собранные в ходе акции средства ветеранам оказывается адресная помощь. Приобретается необходимая бытовая техника, мебель и многое другое. Также на эти деньги реставрируются памятники и монументы павшим в годы войны. Принять участие в благотворительном марафоне может любой неравнодушный житель Сосногорского района. Реквизиты для перечисления средств вы видите на ваших экранах. Задать вопрос или озвучить просьбу получили возможность ветераны Сосногорского района во время прямой линии, которая прошла в общественной приемной главы Коми. В основном звонки были от детей и внуков ветеранов. Одна из дозвонившихся живет в Сыктывкаре, а вот ее бабушка в Войвоже. Сыктывкарка поинтересовалась, есть ли в поселке волонтерское движение. А какую помощь вы хотели бы от волонтеров? Бабушка проживает в частном доме, хотя бы чтобы зимой снег чистили. Приносили воду, дрова. Волонтерское движение есть, вам нужно выйти на директора школы. Размеренко Елена Николаевна. Так, Елена Николаевна, а телефон не подскажете у нее? Или можно на сайте посмотреть? На сайте можно. Войвожская школа, директор. Обсудили на прямой линии вопросы льгот ветеранам и труженикам тыла к 9 мая. Как пояснила директор Центра соцзащиты Татьяна Бабюк, труженикам тыла в этом году уже была перечислена социальная единовременная выплата ко Дню Победы в размере 1000 рублей. Кроме того, были подняты вопросы подготовки города к празднованию Дня Победы. Снег в Сосногорске сошел совсем недавно, поэтому к уборке города в этом году приступили поздно. Однако, несмотря на капризы природы, улицы к празднику очищаются от мусора. К слову, сезонная уборка территорий будет проходить до конца мая. В завершении выпуска о погоде. В праздничный день 9 мая по республике будет преобладать облачная погода с короткими грозовыми дождями, которые местами будут сопровождаться порывистым ветром. Но температурный фон по-прежнему останется высоким для этого периода. В ночные часы +7, 12, днем 13, 18 выше нуля. 10 мая с распространением западного антициклона осадки прекратятся и при северном ветре станет немного прохладней. Ночью 2,7, днем 13-18 градусов тепла. На сегодня это все. Коллектив информационной программы «Вести Тимана Сосногорск» поздравляет жителей нашего района с наступающим Днем Великой Победы. О том, как сосногорцы отпраздновали День Победы, мы расскажем в ближайшем выпуске нашей программы. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Уважаемые жители Республики Коми, дорогие земляки, мы живем с вами в лесной республике. Лес – это наше богатство, достояние и основа экономической стабильности. Лес – это наша территория жизнедеятельности. Каждый год с наступлением весенне-летнего периода возникает угроза возникновения лесных пожаров и перехода их на населенные пункты, садово-огороднические участки. К сожалению, статистика такова, что абсолютное большинство случаев возникновения пожаров происходит по вине населения. И это несанкционированное сжигание мусора, это сельскохозяйственные палы и сжигание травы. И такие нарушения пожарной безопасности во время пребывания на отдыхе в лесу, на пикнике, несомненно, ведут к возникновению лесных пожаров. Это и незатушенные костры, и брошенные спички. Мы обращаемся к вам, к жителям республики, с просьбой быть предельно аккуратными и осторожными в лесу. Помнить, что пожар легче предотвратить, чем потушить. Напомню, что с конца апреля в республике начинается пожароопасный сезон. Также начинаются наши любимые майские праздники, когда мы отправляемся в поход, на пикник. И, конечно же, обращаемся к вам быть предельно аккуратными и осторожными в лесу. В лесах сходит снежный покров, обнажается сухая растительность. Поэтому еще раз прошу быть предельно
осторожными и внимательными. Помните, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесу и пребывание в лесу предусмотрена не только административная ответственность, но и уголовная. Прошу вас не оставаться равнодушными к нарушениям правил пожарной безопасности и сообщать как о пожарах, так и о выявленных фактах нарушений по телефону бесплатной горячей линии 8 800 100 94 00. 8 800 100 94 00. Спасибо.